Армысыздар достар, бүгін интервью лектерін жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Жамбыл облысы ішкі істер департаментінің басшысы Ерлібек Қырғызбайұлы. Ерлібек Қырғызбайұлы бүгінгі таңда біздің қаражатымыздың түсуіне жауапты басшы. Өзі осы Тараз қаласында Тараз қалалық мемлекеттік кірістер басқармасын басқарып, орталыққа барып, департамент басқарып, сөйтіп елге қайтып келіп, енді үлкен департамент басқаруға келіп отыр. Ерлібек Қырғызбайұлы, енді сізге бірінші сұрақ, осы 5 әлеуметтік бастама бойынша жалақы көтерілді, төмен жалақы, және осы салықтан жеңілдету, салықтан халықтың хал ахуалы өзгерілгендігі туралы осы сіздерде салықта қандай цифралар айтылуда? Спасибо за вопрос. Во-первых, я бы хотел остановиться на основных показателях работы Департамента госдоходов. По 8 месяцев при прогнозе 52 миллиарда 815 миллионов фактически обеспечили поступление 55 миллиардов 950 или на 105%. При этом государственный бюджет, республиканский бюджет исполнен на 103,5, местный бюджет на 107,2. По всем категориям бюджета имеется темп роста по сравнению с прошлым годом. То есть основные показатели, поставленные государственным перед департаментом, исполнены. Непосредственно возвращаясь к вашему вопросу по увеличению доходности населения, государство принимает ряд мер, в том числе и по снижению налогооблагаемой базы, особенно для той части населения, которая получает малые доходы. Так, с 1 января 2019 года увеличен минимальная заработная плата. Если ранее минимальная зарплата составляла порядка около 25 тысяч тенге, на сегодня он составляет 42 500 тенге. При исчислении индивидуального подоходного налога, согласно налогового кодекса, общая начисленная заработная плата уменьшается на сумму пенсионных взносов 10%. От этой суммы уменьшается на минимальную заработную плату. То есть, если в 2018 году он уменьшали на 25 тысяч тенге и с оставшейся суммы исчисляли по ставке 10% индивидуальный подоходный налог, то с 1 января 2019 года уменьшается на сумму 42 500 тенге. Это, то есть, почти в 2 раза увеличивается необлагаемая часть подоходного налога. Кроме того, налоговый кодекс также предусмотрено для тех людей, у которых низкая заработная плата, то есть зарплата у кого не превышает 25 месячных расчетных показателей, кроме уменьшения как я сказал, на минимальную заработную плату, исчисленная сумма еще уменьшается на 90%. И эта сумма получится 10%. То есть при заработной плате, допустим, около 60 тысяч тенге, мы уменьшаем его на пенсионные 10%, это порядка 6 тысяч, оставшие 54 тысяч уменьшается на 42 500, с оставшей суммы вычисляется 10% и уменьшается на 90%. То есть данные намного уменьшает уплачиваемый подоходный налог, индивидуальный подоходный налог, удерживаемый с населения. Ваше есть ощущение, что именно с ростом минимальной заработной платы есть у людей, у населения плюсы? Вы сами видите? Здесь
Индивидуальный подход сложно сделать, потому что мы при сдаче отчетности у нас сдают отчетность по всему предприятию, не в разрезе работников, но экономия или недопоступление в бюджет от этой составляет приличную сумму. В этом году мы рост индивидуального подоходного облагаемого источника заработной платы прирост составил по сравнению с прошлым годом 101,7% или увеличение на 156 миллионов тенге. В то же время за счет администрирования и социальный налог, который приблизительно также вычисляется от фонда заработной платы, как индивидуальный подоходный налог, но уплачивается работодателем, прирост составил 115% или 1,5 миллиарда. И вот приблизительно при одинаковом подходе и одинаковых ставках данных идентичных почти видов налогов, значит, экономия или увеличение доходности населения по нашей области только по этому показателю составили более 1,4 миллиарда тенге. Так, вот эти льготы, оно вот так оборачивается в таких-то. Да, бюджет эти деньги недополучил, но население, и именно в первую очередь низкооплачиваемая его часть, дополнительно получили доходы в виде уменьшения ставок на эти виды налогов. Это может быть для государства невыгодно, а для населения это очень выгодно. Да. И для бюджета это тоже невыгодно, но выгодно для населения. А теперь, как наши налогоплательщики к этому отнеслись? Здесь, во-первых, преследовались две задачи. Это первое – увеличение доходности самого населения, особенно низкооплачиваемого. В то же время, сами мы все знаем, еще у нас есть факты, когда мы не показываем своих наемных работников. И это первый шаг к этому, чтобы выгодно было показывать наемных работников. Это тоже стимул для наемных работников, потому что на сегодняшний день те, кто выплачивает в конверте, он выплачивает определенную сумму. Вот, договорились какой-то сумму, в пределах этой суммы он в конверте выплачивает и у себя не показывает. Теперь же здесь при уменьшении удержания подоходного налога здесь самому наемному работнику нет необходимости прятать эти деньги. То есть здесь можно такие цели. И в дальнейшем, это вот первый год же, только 8 месяцев это используем. В дальнейшем, я думаю, в этом плане и количество наемных работников у нас увеличится. Да, на сегодняшний день государство недополучает, может быть, деньги от налогоплательщиков. Отношения налогоплательщиков некоторых, которые не указывают свои доходы, свои сбережения, не только сбережения, свои добытые из государства или негосударственные деньги, но есть своем облагается налогами, они не платят. Для этого я знаю, что у вас сейчас идет акция «Чек талабет». Потребую фискальный чек. Сейчас эта акция очень продвигается, обсуждается. Многие люди уже начали, я сам не буду скрывать, я только плачу только со своей карточкой. Я больше налог, я деньги не держу. А почему? А потому что мне это невыгодно. Мог карманник забрать с кармана, кто-то мог украсть там с кармана, или упасть это мог деньги, а мы это, это человеческий фактор, это кража, грабеж, там много чего. А на карточке, ты знаешь, что он у тебя под собой, пароль знаешь, личный кабинет знаешь, все заходите, а вы сами продукты берете с карточки, денег рассчитываете, или платите наличными деньгами. Как вы? Я сам
карточкой пользуюсь, и то редко, так как редко в магазинах или куда-то хожу, поэтому очень редко. Ну как вы как самый главный налоговик. Вы самый главный налоговик. А я думаю, что вы самые должны много ходить по магазинам и требовать чек, что именно ваши доходы должны приходить к нам. Ведет, может вместе пойдем, может вместе тоже в магазины сходим, может вместе будем чек требовать. А почему? Потому что мы не должны здесь закрываться, чтобы мы не должны всю эту с населением разговаривать и им объяснять. А когда ему говорят вышестоящих, который ответственный человек, а вы их представитесь и скажете, вы должны платить налоги, вы должны чек выдавать, а человек тогда думает, а если придет простой, там человек, дай мне чек, а он с ним поругается или скажет, все, не заходи ко мне, а человек, который именно ответственный, его просто предупредить, скажет, ага, көке, сіз қасен қойын азаматсыз, сіз осы жерде тұрасыз, енді бізге салыққа ақша керек деп айтсаңыз, мүмкін ол адам ойланып қалатын шығар. Сол күннен бастап мүмкін сол нәрсені жасайтын шығар. Это бүгінгі такой один из таких щепетильных вопросов, очень больших вопросов. Это все-таки применение онлайн ККМ и использование и выдача чеков. Действительно очень большая проблемная тема. Вы хороший это даете вместе. То есть давайте выберем время и действительно пройдемся по магазинам, просто посмотрим, как прийти. Вообще применение онлайн ККМ это многие европейские страны, Корея, все почти кредитными карточками, все было. В то же время данные установление онлайн ККМ, да, он помогает на сегодня по камеральному контролю, да, это мы видим. Но это не значит, что онлайн ККМ поставил и все стали чеки выбивать. Это на самом деле не так. Этим мы обслеживаем, зато мы видим, кто какой общепит или, допустим, магазин в день сколько чеков пробивает, на какую сумму. Мы ежедневно эти вещи видим. Мы сейчас выставляем уведомления тем, кто в день один раз. Или в течение 10 дней одну и ту же сумму пробивает магазин, допустим, или по 2 чека пробивает. Это все мы отслеживаем, выставляем уведомления, сравниваем выдачу чека, его сравниваем с данными третьих лиц, мы так для себя говорим. Это с использованием воды, с использованием электричества, с использованием газа и так далее. То, что сколько он посна, виноводочные. С этими показателями сравниваем, тоже выставляем уведомления. То есть в администрации он нам сильно помогает. Но в то же время, я как сказал, это не панацея, все онлайн ККМ установил, и все пошли это. И у меня столько количества на сегодня сотрудников нет, за каждым налогоплательщиком поставить на каждого. Да, это неправильно. Вот здесь бы большая необходимость народного контроля. Да, общественный контроль. Общественный контроль, он сильно помог. Когда я сам работал в кабинете госдоходов, изучали мы эти материалы, администрирование дает доход, где-то повышает вот это на поступление от онлайн ККМ на 20-30%. Всего 20-30% дает то, что мы камерали. Тут мы находим, кто-то чек не один раз выбил, одинаковые суммы, или расхождение его дохода меньше, чем пробитые чеки и так далее. А как показывает практика других стран, именно общественный контроль дает основу до 60-70% увеличение доходов дает общественный контроль. А может нам государству вот этот общественный контроль. Чтобы контроль усилить, и чтобы людей как-то заинтересовать,
Вот как раз был и сейчас вот эти проводимые акции «Требуй чек». Сейчас у нас еще один готовится в другом формате розыгрыш «Требуй чек». Один формат там ежедневно по розыгрыш по смартфону у нас прошел по республике. Было разыграно около 100 смартфонов. Совместно там акцию проводили совместно с Казтелекомом. И вот сейчас еще одна акция готовится, там формат совсем другой будет, когда мгновенно ты получаешь выигрыш, не ждешь его, когда пройдет это. Здесь будет мгновенное и часть мелкие суммы выигрыша будут попадать сразу на твой счет по телефону, на тот счет, а крупные будут официально разыграны, но их тоже выигрыши сразу у вас видно, их отдельно будет вручение. Вот такие. И все-таки, если мы, как патриоты Родины, патриоты своего города, патриот своей области, каждый человек, пока не будет требовать чек, заставлять налогоплательщиков, чтобы они выбивали чек, мы хороших результатов не добьемся. Да. Вот мы хотим, чтобы вот с одной стороны был такой общественный контроль, с другой стороны, конечно, сейчас этот вопрос тоже рассматривается, какие-то должны быть более жесткие санкции за невыбитие чеков. Ну, это мое личное мнение, потому что на сегодняшний день, первое, этот чек не налагается, штраф не налагается, только предупреждение. Мы стараемся часто не проводить проверки. Тогда получается год, один раз, если его заметили, и он просто предупреждением вышел, для него как-то нет такого большого стимула выбивать чек по каждой покупке. Я здесь думаю, да. население призываю к этому. Да. Но я думаю, что сейчас у нас в будущем недропользование все закончится, разные эмиссии у нас не закончатся, и у нас бюджеты уже не будет этих денег хватать, а тогда я уже думаю, что наш народ одумается и будет за каждую свою покупку уже спрашивать свой чек, а потому что это доход для народа, доход для нашего общества, что наши дети хорошо учились, сфера образования, сфера медицины дальше развивать, сфера дорог. Но самое главное, что у нас идет новая молодежь и новыми тенденциями. Что они не хотят быть коррупционными, они хотят жить в чистом обществе, они хотят, что экологически чистых продуктах питаться, они хотят, чтобы все налоги платили и налоговая базовая структура была открыта. Думаю, что мы за это время, Аллах Джаса, придем к этому. Спасибо, что уделили нам время, мы как общественники, мы готовы с вами вместе сотрудничать, дальше находить, объяснять людям, что мы должны требовать чеки, потому что это наш доход, это потому что наши деньги, а потому что за каждый тим мы сами должны спрашивать у этого бизнесмена или третьего, 10-го человека. Но самое главное, что наше общество должно сама к этому прийти. Не кнутом идти, а именно прийти теми хорошими шагами, которые нам предлагает наш президент, который с будущего года сказал, что с 3 года малым и предприятиям никаких проверок, никаких налогообложений не будет, что мы должны этого понимать, действовать и объяснять тем людям, которые об этом не понимают. Есть люди, не будем скрывать, которые за государственную службу делают вот такие дела, и потом очерняют всю государственную службу. Мы таких людей должны вытаскивать, чтобы они не были в этих структурах.
но работали те честные налоговики, те честные люди, те честные аналитики, которые могли сказать, там он скрывает наш доход, там лежит у нас налогообложение, необлагаемое обложение, чтобы таких людей у нас стало больше в обществе, чтобы это назрело к вам, чтобы у нас больше налогов было, больше поступало денег, и, как говорится, всегда в нашем доме был хлеб, а хлеб как придет? Это придет с деньгами, а деньги что это? Деньги это наши налоги. Чтобы налогов у нас больше было. Вам спасибо, что уделили время свое, что знаем, что у вас сейчас замов нету, вы зама и до первого руководителя со всеми работаете. И эта инициатива уже ощущается у населения, чтобы это реально уже можно на бюджет это ощущать, что нехватка денег, но на людях это показывается, и это мы хотели в этом интервью сказать, показать, и будем и дальше, чтобы у населения именно социальная ответственность более повышалась.